Все. Так, ну что, продолжаем, да, вторая часть. Я надеюсь, все успели округлить за время перерыва все линии, да, и теперь мы с вами переходим к следующему шагу. Это архетипирование, так называется на языке нейрографики, а так по-простому разукрашивание. Сейчас берем маркеры, да, у кого там какой наборчик или просто отдельный маркер. У меня вот такой большой. Вот. Они на маркетплейсах продаются. Если планируете рисовать, можете приобрести. Их может быть меньше. У меня здесь 23-24 штуки, а так они есть и по 12. И они не особо дорого стоят. Там рублей за 200, за 300 можно купить нормальный, хороший набор, который будет вам служить как минимум год. Вот, поэтому берем цвет, который прямо на вас смотрит, который вы очень хотите взять. Берете какой-то красивый, который, ну, прям хочется, да, вам его. И начинаем разукрашивать. Разукрашиваем мы, главное правило в разукрашивании в нейрографике, это что одним цветом нужно разукрашивать минимум две ячейки, которые находятся рядом. Ячейки, да, это вот эти вот, я не знаю, как назвать, области, да, замкнутые вот эти вот такие фигурки, да, то есть ячейки. Вот таких ячеек, вот я цвет сейчас взяла, да, и я могу разукрасить таким цветом минимум две ячейки, которые будут находиться рядышком, то есть границы которых будут, ну, граничить, да, друг с другом соприкасаться. Вот таким образом. То есть одного цвета, вот, например, если вы берете вот это желтое, вот это красное, вот это зеленое, это голубая, это фиолетовое, это там еще какая-то, да, то тогда это получается мозаика. Это уже неправильно. Мозаики быть не должно. Мозаика расщепляет наше сознание, да, наша задача цветом сконцентрироваться, да, актуализировать и как бы сгенерировать вот эти вот цветовые узлы. Да, это тоже цвет очень важен для нашей психики. Именно поэтому мы рисуем маркерами. То есть, в принципе, раньше, кстати, можно было рисовать карандашами, разукрашивать сразу же карандашами. Но, к сожалению, карандаши не имеют такого насыщенного яркого цвета, как текстовыделители, цветовыделители, маркеры цветные. Да. Поэтому сейчас правила немножко не так давно поменялись, да, и нужно сначала рисовать, разукрашивать яркими красочными маркерами, чтобы они очень, цвет очень важен для нашей психики. И нам важно создать яркое впечатление. Яркое впечатление вот на этой самой теме, да, вот прям внимание акцентировать цветом на нашей теме. И продолжаем разукрашивать. Вы можете одним цветом разукрашивать, например, один круг, предположим, да, или я так и сделаю. Вы можете разукрашивать так, как я, да, то есть одним цветом один круг. Можете разукрашивать какими-то потоками, да, то есть тут можно было вот так вот прям разукрашивать по ячеечкам, которые там идут вверх или вниз, или влево, или вправо, то есть как вам хочется, вот как у вас вообще лежит душа. Сейчас вы художник, и вы вот как видите, так и правильно. Главное правило, да, это две и более ячейки одного цвета, чтобы не получилось той самой мозаики. Да, захотели этим цветом, уже все поработали, берете другой цвет и рисуете другим цветом. Я взяла вот какой-то такой розовенький, не знаю, на камере видно его, не видно. Вот, желтенький было видно, такой кислотный. Вот, а этот такой розовенький. Цвета, естественно, имеют значение, конечно же. В нейрографике есть отдельное обучение, называется нейроколор. Вот, там такая интересная философия, очень основанная на 5 стихиях, китайская, если я не ошибаюсь, философия, вот, основанная на 5 стихиях, да, вот такая вот интересная концепция, которая рассказывает про значение цветов, тех или иных цветов, да, что они значат. С помощью цвета можно прямо прорабатывать, с помощью нейрографики, используя цвет, прорабатывать какие-то вот, то есть умышленно вносить какие-то качества, да, то есть, например, если вы рисуете на, не знаю, на доход,
Да, что для дохода нужно? Системность, да, то есть вы знаете, как вам заработать, вам нужна просто системность, дисциплина, да, и с помощью цвета, например, цвет серый или стальной — это цвет, ну, того самого стержня, да, стали, вот этого металла, да. С помощью этого цвета вы можете себе как бы добавить через рисунок вот то качество, которое вам не достает. Я сейчас на самом деле беру цвета, которыми обычно не особо я рисую. Я вот этими цветами не люблю рисовать. Вот. Но сегодня я решила взять вот такие цвета, чтобы рисунок получился необычный. Знаю таких инструкторов нейрографики или специалистов. В общем, есть такая практика. Перед рисунком вы выбираете цвета, то есть прям закрытыми глазами берете, вытягиваете, например, 5 маркеров, да, например, закрытыми глазами. Вот какие вытянули, вот теми и разукрашивать. Это тоже можно, это тоже прикольно. Вот. Продолжаем разукрашивать. Разукрашиваем маркерами, конечно, удобнее в том плане, что у них вот такой вот толстый этот кончик, и быстро разукрашивается. Карандашами так быстро не получается. Так, давайте про благодарности, да, вам еще закончу мысль, которую начинала, о том, что любой алгоритм в нейрографике, да, он рисуется на что-то. То есть это такой инструмент для исполнения желаний. Но благодарности, да, здесь мы ничего не просим. То есть мы не рисуем сейчас на машину, на деньги, там, на, не знаю, на отношения, на любовь, на что-то еще, а мы благодарим. Но этот алгоритм, он такой хитрый на самом деле, потому что, смотрите, если вспомнить один из законов Вселенной о том, что во Вселенной абсолютно все равновесно, да, абсолютно все находится в равновесии, следовательно, когда ты отдаешь энергию, да, когда человек отдает энергию, делает что-то хорошее другому человеку там, или кому-то, то, чтобы соблюсти равновесие, ему тоже кто-то что-то делает хорошо, да, чтобы вот это добро, оно вернулось. Это закон равновесия. И здесь получается, мы благодарим, да, то есть мы отдаем свою энергию в пространство, благодарим Бога, мир, Вселенную, провидение, там, не знаю, как угодно это можно называть, да, тут дело не в вере, там, в религии какой-то, а вот просто, да, кто во что верит. Вы как бы посылаете в пространство энергию благодарности, да, и это, ну, как бы засчитывается как вашу пользу, так это весы немножко равновесия склонились, да, и нужно чуть-чуть их выровнять, да, Вселенная же все равновесно, и поэтому, когда вы кого-то благодарите, да, посылаете энергию благодарности, что мы сейчас с вами делаем, вам в ответ обязательно придет обратно. Поэтому это такой себе алгоритм очень хитрый, я бы сказала. Очень хитрый, потому что благодаря сейчас, да, мы обязательно получим за эту благодарность в ответ что-то очень хорошее. Поэтому мне очень нравится этот алгоритм. Он достаточно простой, незамысловатый, его можно очень быстро нарисовать, да, поработать с цветами и так далее. Можно, конечно, тут разрисоваться и на 3 часа, вообще легко. Вот. Но мы не будем с вами этого делать, у нас время эфирное ограничено, поэтому вот так. В общем, благодарности мой любимый, один из самых любимых алгоритмов, вот, который я достаточно часто рисую. Так, продолжаем рисовать. Мне тут ребенок позвонил. Сейчас ответить. Можно вот разукрашивать, вот как я сейчас, да, посмотрите. То есть вот такими как бы линии, да, вы проводите, и все, и красота получается. Да, сейчас еще немножко мы с вами поразукрашиваем, и с разукрашиванием будем заканчивать. Перейдем к самой такой, ну, уже к концу. Да, это линии поля и фигуры фиксации. Сейчас тоже расскажу, что это такое. Обязательно следите за тем, чтобы у вас не было одиночных ячеек. Одиночные ячейки
получаются тогда, когда вы не разукрашиваете больше одной ячейки одним цветом. Тогда могут получиться одиночные ячейки. Либо белые ячейки, да, вот так вот могут остаться. Кстати, по поводу белого цвета. У нас нет задачи закрасить абсолютно все. Можно и нужно оставлять белое пространство. Белое пространство – это воздух. Белое пространство – это пространство без контроля. Да, опять-таки практика для контролеров очень классная. Контролерам обычно очень сложно оставлять белое пространство. И они стараются освоить всю поверхность листа. Вот. Но это хорошо, если останется, так сказать, воздух, потому что в этом белом пространстве, да, мы отдаем как бы, отдаемся, да, грубо говоря, в руки провидению, да, и такие, ну окей, давай, удиви меня, что там для меня припасено еще, да, я не буду контролировать цветом эти белые ячейки, а просто расслаблюсь и буду наблюдать за тем, что же дальше будет. Вот, поэтому очень полезно оставлять белые ячейки. Я всегда стараюсь оставлять белые ячейки. И вообще, да, белые рисунки. Вот, можно тут вот еще, я уже начинаю тут добавлять цветом, уже украшать маркерами, да, создавать такие переходы, переливы. Можно и без карандашей это делать легко, да, если вы уже там какое-то время рисуете. Так, вот такой у меня рисунок получился. Мне, честно говоря, вот здесь вот не хватает еще цвета. Вот тут я еще добавлю. И будем переходить с вами к линиям поля. В общем, нейрографика, да, я надеюсь, вы поняли, да, это такой очень крутой психологическая практика по работе с бессознательным, да, как вы знаете, бессознательное, оно контролирует более 90% вообще всего, что мы делаем, всех процессов в нашем организме, в наших мыслях и так далее. В общем, понятно, да, что сознание на самом деле это вообще просто вот самая верхняя часть айсберга, да, а все остальное это наше бессознательное. Так вот, с помощью нейрографики мы можем воздействовать на бессознательное, на сознательном уровне. Вот так скажем. То есть вот это все, что мы сейчас осознаем, да, но оно все опустится в бессознательное, да, принесет туда свою информацию, вот, и будет так, как будет. Вот это вот своего рода, да, вот этот рисунок, это QR-код для нашего мозга, о том, что вот мы хотим через этот рисунок передать в свое бессознательное, да, вшить, так сказать, в нашу психику, наши энергии, да, чего мы хотим добиться. И потом уже наш мозг начинает искать пути выполнения того, что мы хотим. Потому что мозг – это такая штука очень хитрая, которая любит отвечать на вопросы. Точнее, не любит, а задача у нее такая. Искать решения, отвечать на вопросы. Вот то, что мы там сейчас нарисовали, да, это своего рода вопрос. Скажем так, да, то есть мы поблагодарили, да, и нам, ну, как бы ждем в обратку, да, пожалуйста, пожалуйста. И вот это пожалуйста мозг начнет искать, а где вот это пожалуйста можно найти, да, Вселенная нам обязательно его пошлет через там людей, события и так далее. Итак, с цветом мы закончили, да, можно будет потом еще добавить цвет, потому что, в принципе, даже законченный рисунок, который все, вот вы уже все нарисовали, можете через какое-то время его увидеть, посмотреть и такие, хочу здесь красный, берете и красный фигачите. То есть вы художник, вы так видите, да, и нету какого-то правила, которое вам бы запретило доделывать ваши уже, можно сказать, законченные работы. Так тоже можно. Вот, поэтому следующее, да, с цветом мы пока закончили, у нас еще будет чуть-чуть времечко, я вам расскажу, как работать с карандашами цветными потом. Сейчас берем толстый маркер, вот который толстый. Если у вас вдруг нету толстого, есть только тонкий, вот тот, которым вы рисовали,
Ну, придется тогда линию просто несколько раз вот обводить, чтобы ее сделать очень толстой. А вообще вот для удобства, да, берется толстый маркер. И теперь толстым маркером нам с вами нужно нарисовать линию поля. Линия поля — это толстая нейрографическая линия, которая вносит в рисунок энергию, да, привносит ту самую энергию, которая нам нужна для достижения того, что мы рисуем. Значит, сейчас я предлагаю нарисовать линию снизу вверх, то есть из левого нижнего угла в правый верхний угол. Вот, ну, не прям по диагонали, да, можно немножко взять чуть-чуть сюда, в серединку ближе. Я предлагаю нарисовать ее уже по существующим линиям. Как это делать? То есть вы просто берете толстый маркер и обводите линию, ну вот, которая идет уже, да, она уже нарисована, вот она каким-то образом идет, да, и вы ее просто обводите, делаете более заметной. Она должна быть, эта линия поля, да, нейрографическая, то есть не прямая. Это не должна быть синусоида, вот такая просто волна. Нет, она должна быть очень толстая, заметная, прям сильно. То есть вы берете рисунок, и первое, что вы видите, это линия поля. Я люблю говорить, ее должно быть видно из космоса. Вот такая вот толстая, большая, красивая, жирная, черная линия поля. Если у вас нет вот, толстого маркера, да, поэтому придется обводить, обводить, обводить более тонким маркером. Так, я нарисовала толстую линию, ее видно достаточно. Да, смотрите, теперь вы возвращаетесь к более тонкому маркеру, да, и убираете пересечения, которые образовались. А они 100% образовались, такого не бывает, чтобы не было острых углов после того, как вы нарисовали линию поля. И их нужно убрать. То есть нужно скруглить, прям бегите глазками, да, по своей линии, которую вы нарисовали, и округляйте все пересечения, которые увидите. Со всеми, абсолютно со всеми линиями. То есть линия поля у нас должна быть встроена в рисунок. Она не должна казаться как будто отдельной, да, она как будто лежит на рисунке сверху просто и все. Она должна быть частью рисунка. Для этого нужно округлить все острые углы, которые произошли. Да. Острые углы есть как над линией, да, так и под линией поля. Вот это вот внимательно посмотрите, потому что я уже давно заметила, у многих, кто только-только начинает рисовать, да, они просто не видят эти острые углы, но это на самом деле нормально. Вот. Просто повнимательнее смотрите, да, чтобы не было острых уголочков, абсолютно все острые углы закруглите. И, в принципе, же так и получается, да, когда мы, например, ищем решение, да, какого-то вопроса, мы просим, ну, помоги нам, например, да, там, помощи, ну, даже у какого-то человека, помоги. Он такой, ладно, помогу. И он такой, делай так, так и так. И вы такие, блин, я так не хочу. Да, вот сопротивление поднимается. Ты вроде просил помощи, а сопротивление поднимается. Это вот и есть тот самый конфликт, да, который, вот эта вот линия поля, да, которую мы сейчас нарисовали, это тот самый друг, который начал вам помогать. А вот эти острые углы, которые получились, когда вы провели вот эту помощь, да, вот эту толстую линию, появились острые углы, это ваше несогласие, это тот самый конфликт, который происходит тогда, когда вам кто-то начинает помогать, да, когда какая-то энергия вмешивается по вашей воле или против воли там вашей, неважно уже, да, вмешивается и начинает там, как-то воздействовать, да, и происходит конфликт. Нам этого конфликта не нужно, помним, да, я рассказывала, да, у нас от предков наших осталось, что если острота, значит конфликт, значит выброс адреналина, значит, возможно, смерть, возможно, нас сожрут, возможно, там драться надо будет, еще что-то, то есть что-то плохое. Нам нужно срочно это округлить. Вот мы округляем. Так, дальше. Обратите внимание, я сейчас вам специально вот оставила момент такой один. Тут маленькая ячеечка у меня вылезла. Вот здесь. Вот в этом месте одна белая ячейка, малюсенькая. Что с ней? Она одиночная, то есть с ней нужно что-то сделать. Ее нельзя так оставлять. Что с ней можно сделать?
я могу ее разукрасить в цвет ближайшей ячейки, да, ну, наверное, все-таки вот этот, вот такой вот розовый, я не знаю, какой, лососевый какой-то. Вот, либо закрасить черным. И тут вы просто думаете, да, а что вам ближе? Мне хочется ее просто закрасить. Но с ней нужно сделать обязательно что-то. Она не должна вот таким вот бельмом тут висеть, так сказать. Так, следующий у нас шаг. Не так много осталось. Уже скоро закончим. Нам с вами нужно нарисовать фигуру фиксации. Фигура фиксации. В данном случае я хочу, чтобы вы нарисовали круг. Можно круг, который уже есть. То есть нужно обвести жирной такой же линией круг уже, который у вас есть. Вот у меня прямо просится вот этот вот круг. Я его, в принципе, и сделаю фигурой фиксации. Да? Что такое фигура фиксации? Фигура фиксации – это решение, то самое решение, которое к нам приходит в процессе рисунка, да, в конце. Мы же рисуем на что-то, да, мы что-то просим, что-то хотим добиться. И вот это то самое решение, которое к нам приходит. Это может быть круг вот, существующий уже, да, как в нашем случае, может быть совершенно другой круг. То есть просто сверху какой-то круг где-то. Важно, чтобы фигура фиксации, да, вот этот круг, чтобы она каким-то образом взаимодействовала с линией поля. Тогда вот по смыслам, да, чтобы вам было понятно, та самая энергия большая, да, которая принадлежит, так сказать, высшей силе, да, которая вот пришла, так сказать, нам помочь, да, она каким-то образом взаимодействует с тем решением, которое мы приняли в этой нашей работе. Ну и, следовательно, результат будет лучше, да, если энергия, которая нам должна помочь, она пересекается с тем самым решением, которое нам пришло в процессе работы. Вот. Утолщать круг, кстати, лайфхак такой есть. Да, то есть, получается, нам же нужно просто сделать толстую линию, но чтобы было меньше пересечений, круг можно утолщать, который уже есть, да, фигура, которая уже есть, только с внешней стороны. Внутреннюю часть мы не трогаем. То есть там у нас не образуется тогда пересечение. То есть пересечения, вот эти острые уголочки, они будут только с внешней стороны. И здесь та же самая история. Нам нужно округлить все пересечения, которые произошли. То есть все острые углы нам нужно убрать. Тоже точно так же глазами. Прямо по ходу пьесы. Да? То есть вы смотрите глазами, бежите по этому кругу, который вы выделили, да, сделали своим решением, акцентировали на нем внимание свое. Прям глазками бежите и смотрите, округляете абсолютно все пересечения, которые произошли. А они тоже произошли, потому что в жизни тоже так бывает, да, когда вы принимаете какое-то решение, такой, ну все, с понедельника все, ем по часам. Или с понедельника худею, да, что-то такое. И тут приходит понедельник, приходит коллега с тортиком и говорит, ну, за здоровье-то надо же съесть. Да? И тут у вас конфликт внутренний. Блин, у меня есть решение, как мне похудеть, как мне скинуть там эти 5 килограмм пресловутые, которые есть. И я знаю, как это сделать. Но вот тут конфликт. Предлагают мне тортик. Меня, значит, соблазняют. Да? Вот тут то же самое. Мы приняли решение, но существует какой-то внутренний конфликт, какое-то небольшое внутреннее несогласие, да, и вот выражается оно конкретно в этом рисунке и в нейрографике в целом в острых углах. Поэтому острые углы мы убираем. Убираем, да, ну, в принципе и все. Мы с вами нарисовали соблюли, так сказать, да, все шаги нейрографики, нарисовали прекрасный алгоритм благодарности миру, влили сюда энергию, да, нашли какое-то решение, то есть акцентировали свое внимание на каком-то определенном круге, на какой-то определенной благодарности, да, которую вот мы как бы заакцентировали. Я, кстати, не помню, что это за круг, но бессознательно я все помню. Итак, что еще здесь можно сделать? Теперь вот можно взять карандаши и карандашами уже начать украшательствовать, вносить какой-то цвет, да, какой-то
больший смысл может быть, акценты, градиенты, переходы, вот как угодно, да, я беру, причем карандаши-то могут быть вообще разные, я вот взяла какой-то фиолетовый, да, и прям начинаю рисовать. Рисовать. И вот этот шаг называется стилизация. Вот этот шаг, он вообще может быть бесконечным. Тут можно рисовать, хоть зарисоваться. То есть все, рисунок уже готов. Дальше это только просто ваша фантазия. Да? Вот если вам хочется добавить карандаш, да, вы добавляете. Если не хочется, не добавляете. Не надо себя насиловать. Я вот недавно у меня была личная встреча, личная сессия с девочкой, и мы с ней рисовали больше 2,5 часов. И она настолько устала, это, кстати, не каждый раз так бывает, обычно от нейрографики наоборот прилив энергии, но мы рисовали уже поздно вечером, и она просто, я ее спрашиваю, говорю, ты, говорю, хочешь вносить цвет с карандашом, хочешь поработать? Она говорит, нет. Я уже хочу просто мыться и спать. Все, я выжата, да, то есть то, о чем я говорила, да, это практика непереставаемая со своим телом, да, и вы, кстати, можете вообще обратить внимание на то, а как вы себя сейчас чувствуете, да, можно немножко углубиться в свое тело прямо сейчас, буквально минуточку внимания себе, в теле, да, а что у вас такого, вот есть ли какие-то изменения внутри с тем, что вы вот сейчас порисовали, да, вы же как-то себя чувствовали до рисования, да, а как вы себя чувствуете сейчас? Может быть, у вас энергия прилила, да? А может быть, в процессе, когда вы рисовали, цвет начинали вносить, да, у вас там, предположим, начали гореть уши, или пересохло во рту, а может быть, даже голова закружилась. То есть вот это называется рефлексия. Нейрографика – это такой метод, это не просто домики, там солнышко, линии какие-то рисуешь, да, ничего не чувствуешь. При рисовании нейрографики фигачит рефлексия. Это главное, самое важное, наверное, отличие от обычной арт-терапии, да, в нейрографике вот так. То есть все не просто так. И вы можете себя чувствовать как-то по-другому. В процессе ваши чувства и эмоции могут меняться. Сейчас вы тоже можете почувствовать прилив сил, прилив эмоций, да, каких-то положительных, да, там желание бежать и спасать этот мир и делать его лучше и так далее. У меня так вот, правда, поднялось настроение, мне прям сейчас хочется что-то делать. То есть я прям закончу, да, сейчас эфир, и что-то мне нужно куда-то эту энергию бежать, короче, что-то делать. Вот такое у меня желание. Вот. И это нормально. А вы прислушайтесь к себе, да, что у вас такого внутри происходит в вашей биохимической фабрике, я имею в виду организм, ваш мозг, да, что там происходит, что вы можете отметить про себя. Карандашами можно разукрашивать бесконечно, и вносить, и вносить, и вносить. Можно внести, кстати, даже еще добавить линии, если кому-то мало. Вот. Но мне не хочется, я этого делать сейчас не буду. Вот. А карандашами можно прям долго, долго и много разукрашивать. И вот как раз-таки карандашами можно вообще за, как сказать там, слово вылетело. В общем, слишком много времени этому уделить и забыть, что белое пространство, да, белый цвет – это тоже цвет. То есть вообще не оставить ни одной белой ячейки. Ну, я так делать сейчас не буду. Мы, в принципе, с вами все закончили. Представляете? Мы закончили с вами. То есть у нас тут как раз вот Zoom мне показывает 10 минут осталось. Вот. Просто прекрасно. Мы закончили. Будет вам домашнее задание. Вам нужно опять перевернуть листочек или взять другой. Можно другой взять листочек. Опять написать на этом листочке слово «мир», да, «мир», нашу тему. Включаете 2 минуты, засекаете на телефоне, на часах. И опять пишите слова за 2 минуты. То есть первое самое упражнение, которое мы с вами делали. Для чего это делается? Пишем таким же, абсолютно таким же способом, тоже в разных
в разных градусах, да, то есть пишем благодарности, которые там, да, вы как будто бы как в первый раз их пишете, но с учетом того, что вы уже порисовали. Для чего это делается? Для того, чтобы понять, да, как сказать, отметить тот результат, который мы получили. Отметить тот результат, который мы получили. Можно потом сравнить эти слова между собой, между друг другом, да, ну, в смысле первые слова и вторые слова. Какие слова новые появились? А что вы по этому поводу чувствуете? Да, как вы себя ощущаете после того, как прописали вот эту второй заход по словам? Это вот такое домашнее задание прописать слова. Это нужно сделать обязательно. Если вы рисуете вечером, лучше это сделать утром, то есть после сна. Если рисуете утром или днем, сразу же напишите, да, и уже всё, доделайте, так сказать, полный цикл шагов нейрографики, доделайте и все. Что делать с рисунком? Можно, кстати, где-нибудь здесь или на обратной стороне написать сегодняшнее число. Сегодня у нас 18 октября 2025 года. И для чего тоже число? Да? Если это у вас, например, первый рисунок, тогда вы точно будете знать, когда вы начали рисовать нейрографику. Да? Если это, например, начало кейса, первый рисунок из кейса, что такое кейс? Кейс – это много рисунков, несколько, там 10, 5, 15, 20, 30 рисунков на одну и ту же тему, потому что благодарности можно рисовать бесконечно, да, то есть мы выбрасываем во Вселенную свою благодарность, свою энергию, да, и ждем, что в ответ нам придет столикой, да, много больше. Вот, то есть, чтобы понимать, когда там вы начали, да, или сколько рисунков по этой теме у вас нарисовано. А так, в принципе, с этим рисунком можно сделать все, что угодно. Вы можете его положить и забыть, вы можете его повесить куда-нибудь и смотреть на него. Вы можете сфотографировать его на телефон, поставить на заставку, и какое-то время он у вас там будет на заставке, вы будете постоянно его видеть, да, и мозгу напоминать, типа, помнишь, да, мы с тобой тут рисовали, не забудь. Вот, можно, ну, что угодно, вот что хотите, то и делайте. Вы уже поработали, вся работа сделана, он больше часа уже, да, поэтому вы молодцы, задумайтесь о том, что уже больше часа вы прям делаете осознанно, как это, осознанно бессознательно, я так это называю, практику, да, работать со своим телом, со своим сознанием, подсознанием и так далее, бессознательным. Вот, поэтому, в принципе, на этом все. Я была очень рада с вами порисовать. Я надеюсь, понравилось. Жду вас в своем канале. Для новых подписчиков на моем канале есть классная услуга. Это встреча, безоплатная встреча, на которой мы поговорим. То есть это встреча-разговор, да, на которой мы поговорим о том, чего вы хотите. То есть обсудим вашу цель и то, как к ней прийти. Вот. Поэтому буду ждать с нетерпением новых людей у меня в канале, пожалуйста. Ну что, Никольс, мы закончили? Ну, что у меня получилось. О, Да. мгм. Хорошо. Ты первый раз рисуешь? Ну, да. Да, да, да. Ну, слушай, очень, очень, очень даже неплохо. Очень даже. Да, да. Ты молодец, круто. Спасибо. Круто, да. И кто будет рисовать, вы можете скидывать в комментарии свои рисунки Мгм. Никольсу вот, под там, пост да, когда будет эфир, когда будет запись выложена. Вот, скидывайте свои рисунки, если хотите. Я обязательно посмотрю их, посмотрю на наличие ошибок, да, и вам расскажу, да, что где нужно немножко исправить, чтобы все хорошо было. Вот. Поэтому не стесняйтесь. Можете в личку мне скидывать. Мне вообще не принципиально, если вы не хотите, чтобы ваши рисунки там кто-то видел. Вот. Это нормально, если скинете в личку. Я посмотрю обязательно. Так, ну что, всем спасибо. Я надеюсь, вам понравилось.
И Да. теперь, да, нейрографика будет когда-то еще входить в вашу жизнь. Все, Я всем спасибо, купила мотивец. Спасибо. пока. И пока, до свидания. Удачного вечера. Ты завершаешь запись, да? Да-да-да-да-да. Мгм.